Сәлеметсіздер ме, қазақ тілін үйренушілерім? С вами бесплатный онлайн-канал «Казахша сөйле». Сегодня начинаем наш первый урок «Уровень для начинающих». Подпишитесь на мой канал, в плейлисте будут еще уроки. Пишите комментарии, какие темы вас еще интересуют, свои вопросы тоже оставляйте. Поделитесь своим друзьям, и чтобы не пропускать следующие уроки, нажмите на колокольчик. Сегодня на уроке вы научитесь правильно произносить буквы казахского алфавита. Узнаете мягкие и твердые слова, выучите фразы для приветствия. Теперь для вас мотивация. Жан қиналмай жұмыс бітпес, талап қылмай мұратқа жетпес. Без душевных мук дело не завершить, без стремления цели не достигнуть. В казахском алфавите 42 буквы. Это у нас А, Э, Б, В, Г, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, қысқай, К, Қ, Л, М, Н, Ң, О, Ө, П, Р, С, Т, У, О, Ö, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, жуандық белгісі, жіңішкелік белгісі, Ю, Я. Буквы В, Ё, Ф, Ц, Ч, жуандық белгісі, жіңішкелік белгісі, используются только в заимствованных словах. Г, Қ, Ң, Ө, О, Х, 9 специфических букв казахского языка. Теперь тренируемся вместе со мной. Әже, әке, әдемі. Ғ, ғарыш, қағаз, ғалым. Следующая буква Ө. Губы втягиваем вперед. Ө. Например, өмір, өзен. Следующая буква Х. Слов с этой буквой очень мало. Например, жиһаз, қаһарман. Жиһаз, қаһарман. Буква Ң. Ертең, жаңа, қоңыз. Несколько раз повторяйте эти буквы. Буква тіс, ірімшік, әдемі, өмір. Часто используемая буква Қ. Мақсат, қаһарман, қанат, қалам, қағаз и так далее. Проговариваем за мной. Несколько раз повторяем эти слова. Следующая буква О. При произнесении данного звука губы вытягиваются вперед и слегка округляются. Язык отодвигается назад. Например, он, ол, озон, ошақ, солу. Келесі әріп Ö. При произнесении данного звука губы вытягиваются вперед и слегка округляются. Язык слегка продвигается вперед. Например, үлкен, үстел, күн. Теперь вы должны знать твердые и мягкие гласные. Твердые переводятся как жуан, мягкие жіңішке. Жуан дауыстылар, твердые гласные. А, О, Я, Ё. Жіңішке дауыстылар, мягкие гласные. Ө, И, Е. Гласные буквы У и Ю встречаются как в мягких, так и в твердых словах. Слово твердое, если в нем присутствуют гласные буквы А, О, Также в твердости слова вы можете быть уверены, если в нем присутствуют согласные буквы К и Г. Например, алма – яблоко, жұмыс – работа, дос
друг, айлык, зарплата, гарыш, космос. Слово мягкое, если в нем гласные буквы у, е. Согласные буквы к и г присутствуют только в мягких словах. Например, жүрек – сердце, тіл – язык, пәтер – квартира, дәрігер – врач. А если в слове присутствует только гласная буква у, то слово твердое. Например, су – вода, аққу – лебедь, дауыс – голос. И один из важных правил – после твердого слога следует твердое окончание, после мягкого слога следует мягкое окончание. Например, адам, добавляем окончание да, адам, да. Дүкен, дүкенде. Теперь учим фразы для приветствия. Сәлем, привет. Сәлеметсің бе, здравствуй. Сәлеметсіз бе, здравствуйте. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Мужчинам старше. А в ответ можно сказать «Уалейкум ассалям». «Уалейкум ассалям». Қалың қалай? Как твои дела? Қалыңыз қалай? Как ваши дела? Қазақ тілін үйренушілер. Надеюсь, вам было полезно это видео. Если вам понравился этот урок, то поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Пишите в комментариях вопросы. В отделе Shorts еще есть другие видеоуроки. Подписывайтесь также и на другие социальные сети, Instagram и TikTok. Ссылки оставлю в описании этого видео. Олай болса, сау болыңыздар.